Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Что вам по судьбе на будущей неделе? Что ждет вас в ближайшие 7 дней? Если тема вам интересна, пожалуйста, посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, мысленно либо вслух задайте такой вопрос. Что мне по судьбе на будущей неделе? Что ждет меня в ближайшие 7 дней? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, что ждет вас на будущей неделе, какие события по судьбе и как вам поступать. Так, событий много, сразу скажу, очень много событий. Либо очень продуктивная неделя будет, очень активная неделя, либо очень много людей посмотрят это видео, и каждый должен для себя отфильтровать свою именно информацию. Начну я по порядку. Я буду говорить в целом, а вы же, мои дорогие, смотрите по обстоятельствам. Прежде всего, неделя, как я сказала, да, активная, очень много событий, действий, очень много людей вокруг вас. Люди разного толка, люди делового толка, близкие, родственники, друзья, новые знакомства и люди, которые сыграют какую-то, я не знаю, решающую роль в вашей жизни. Да? Вот встреча именно с такими двумя людьми, которые, встреча, вот именно эта сама встреча очень сильно отразится на вашей жизни, на вашей судьбе, на вашем будущем. Один человек даст вам совет, а второй человек вам поможет настроить мостик на будущее. Понимаете, вот проложить мостик, да, от сегодняшнего дня на будущее. Это может быть подсказка, это может быть совет, это может быть какое-то дело. Вот прям действительно человек будет что-то для вас делать. Не пустое, вот именно идет, не пустое слово, а именно слово, подкрепленное каким-то конкретным действием. Один человек, который даст совет, вам знаком. Это может быть кто-то из вашей семьи, родственники, друзья, близкие, там, не знаю, буквально там коллега, сосед, случайный там собеседник, да, но этого человека вы знаете. Вот. А второй человек — это человек мощный, у него за спиной сила есть. Это человек не просто так, да, не как вы. Вы вот идете обычным человеком, а этого человека есть сила. То есть либо за ним есть должность, положение, деньги могут быть. Понимаете, вот человек, который действительно может не только говорить и рекомендовать, но и делать, помощь может оказать. И этот человек, смотрите, он делает вам мост в новое счастливое будущее. Кстати, в этом будущем вас ждет большое достижение и большое денежное какое-то вознаграждение. Кстати, это может быть человек, там, я не знаю, начальник, руководитель, который будет предлагать вам новую должность, либо будет брать вас на работу, давая вам, да, возможности на новом месте, да, при новой работе добиться высоких результатов в карьере, себя продвинуть, там, зарплату свою повысить. Кстати, также может быть человек, который поможет вам решить, там, например, судебные дела. Да? Выиграете вы судебное дело, получите компенсацию, получите, вот, там, не знаю, там, присудят вам, например, деньги, либо имущество, что-то в таком плане. Также, кстати, человек может быть, не знаю, там, риэлтор, да, который вам что-то будет продавать. И благодаря этой покупке, да, вы идете в новую счастливую жизнь, в обеспеченную, хорошую, счастливую жизнь, в хорошем новом там доме, квартире. Важный человек, важный. Это, кстати, мужчина. Мужчина, я так скажу, выше, чем вы по росту, и такой, знаете, статный человек, статный, такой фигуристый. Так. Но, и опять же таки, да, не забывайте слушать людей вокруг. Слушайте, потому что совет хороший придет, идея может быть хорошая, совет хороший. Не только на вашу там жизнь, личную жизнь, но и на вашу карьеру, на ваше будущее. Так, еще я вижу командировка, что ли, на работе. Тут поездка какая-то идет, либо командировка. Не отказывайтесь, принимайте, ничего не бойтесь, не переживайте, там все будет хорошо. Вы покажете себя незаменимым сотрудником, вы покажете себя исполнительным сотрудником, и у вас будет какой-то прям шанс проявить свою мудрость, смекалку,
знания, опыт. То есть как-то вот вы вернетесь из этой командировки, с каким-то уже будете за знаком отличия, что ли, ходить, да, вот, ну, в глазах начальства, даже в глазах коллег вы на ступеньку как будто бы вырастете. Вот такой момент идет. Плюс я вижу еще сложный момент, который, ну, тоже это может быть и работа, и... Но больше, да, конечно, как на работе идет, либо по работе, либо на работе. Где-то будет конфликтная ситуация, прям такая, знаете, тучи такие черные набегут, и люди просто будут уходить в какую-то истерику, там прям ор будет стоять. И я вижу, что вы найдете решение, чтобы этих людей успокоить. Какое-то слово ваше, действие ваше, просто охладить этих людей и, ну, это не ваш конфликт, и это будет в присутствии вас. И вы этих людей успокоите, разведете по разным углам. Понимаете, вот такой еще момент у вас происходит. Знаете, у вас вообще на этой неделе идет на работе, по работе какой-то героизм сплошной. Поэтому не теряйтесь, понимайте, что нужно себя проявлять. Уберите лишнюю скромность, уберите неуверенность в себе и проявляйте себя так, как подсказывает вам совесть, сердце и душа. И все будет у вас замечательно. Единственное, что я хочу вас предупредить по поводу работы, но мне очень не нравится, тут вот просто какая-то змея ползает вокруг вас на работе. Причем змея, ну я не знаю, то ли старше вас по возрасту человек, то ли по статусу выше. Но этот человек, он реально, он на вас зуб имеет, вот завидует вам и вас боится. Будьте аккуратны с этим человеком, потому что любой ваш промах, любую вашу ошибку этот человек готов использовать, чтобы вам навредить. Вот так вот. Так, дальше у вас идет рыба. Рыба идет хорошая, это, ну, я не знаю, зарплата, денежка приходит, да, может там любимый человек денежку принесет, долг могут отдать. Здесь хорошая денежка идет, такая приятная, которую вы потратите с удовольствием на себя, что-то даже отложите. Денежка, да, идет к вам, идет, и вы эту денежку поймали. Видите, вы удочку закинули, и вы эту удочку откуда-то из-за спины эту денежку достаете. Так что все будет здесь в плане денег хорошо. Единственное, что я вижу, кто-то пойдет денежку будет прям еще куда-то отдавать, и вам так грустно, что вам приходится денежку отдавать. Переживаете, может, кредиты, какие-то вот обременения финансовые на вас есть. Но, милые мои, вы вот, это у вас не первый случай, да, и, наверное, не последний. Не расстраивайтесь, не огорчайтесь. Это вот такой момент будет, когда вы, ну, как сказать, да, кровью сердце обольется, что придется денежку отдать. Ну, не переживайте, ну, такая жизнь, да, у всех у нас есть и долги, и кредиты, и никто от них и даже не застрахован. Так, еще момент. Вы, кстати, с кем-то будете говорить на эту тему, будете думать, как вам выйти из этого положения, из этой ситуации. Вот прям, ну, жаловаться, что ли, кому-то будете на то, что вам приходится денежку относить. Тот момент такой идет, да, вот как-то момент, что вы немножечко попечалитесь, покрутинитесь о том, что денежку приходится отдавать. Так, еще у вас кто в паре, в браке, в отношениях. Очень хорошее время, продуктивное время, когда два человека, они строят планы, о чем-то договариваются. И знаете, здесь вот девушка, женщина будет давать какие-то идеи, наставления. Смотрите, девушка дает идеи, а мужчина, он их реализовывает. Он принимает, перерабатывает и вот реализует. Знаете, вы вот вместе в эту неделю очень хорошо можете поработать. Планы ваши будут все замечательные. Вы себе построите прям дорожку на будущее, на достижение, на получение, на... не знаю, тут такое хорошее стратегическое планирование на будущее пойдет, что эти все планы, вот все планы, которые у вас на этой неделе родятся, да, родятся, вот ваш мужчина, вы будете ему накидывать данные, информацию, идеи, а он их будет прям преобразовывать, и потом он их реализует. Ну, конечно, не на этой неделе, но попозже. Но вот все, что вот вы себя поймаете, запишите даже, да, что вы вот на этой неделе придумаете, ваш мужчина все это исполнит. Для тех, кто на расстоянии, встреча у вас будет встреча, ну, прям к концу, скорее всего, недели. Очень хорошая встреча. И причем это будет так, что вы будете договариваться. Будет вроде мужчина ваш говорит, там, не получается, не могу. А под конец недели может сюрприз вам устроить и неожиданно появиться. Ну, там, знаете, будет и романтик, и такое хорошее настроение, и бабочки, все замечательно сложится. Для тех, кто сейчас только лишь начинает общаться, мои дорогие, вот то же самое. У вас, ну, вы будете договариваться насчет встречи, и тоже будет какой-то сюрприз от мужчины.
неожиданный сюрприз. Может, вам цветочки пришлет, может быть, сам неожиданно появится. Но больше тут идет как сюрприз от него, но неприличная встреча. Вот крайне какое-то малое количество людей будет встреча, а у других вот именно сюрпризом каким-то пойдет. Еще человек, который сейчас плохо себя чувствует, кто болеет, кто сейчас переживает за здоровье. Тут и болеть можно, и переживать за здоровье. Вот не знаю, что. Может, за свое, но больше как за свое. Свое здоровье, связанное с будущим. Вот вы переживаете. Знаете, я вам так скажу, что вы зря переживаете, вопрос, по которому вы переживаете, вас не коснется. Вот так вот идет. А если вы переживаете за кого-то, то в вашей силе помочь этому человеку, дать совет, может быть, отвести куда-то, что-то вот сделать, вы должны помочь. Вы должны помочь, потому что человек, вот, он, больше идет как немощный человек, он на вас надеется, от вас ждет каких-то действий, какой-то активности. Так. И еще здесь момент интересный очень идет, интимного характера. Я вижу, что здесь прям будет всплеск какой-то страсти и эмоций у вас. Вот прям на ровном месте, да, как говорится, не предвещало. И вы вот прям будете искать в этом деле какой-то подвох. Да? Вам будет казаться странно, что вдруг вот ни с того ни с сего там муж после 30 лет брака вдруг начал активничать в этом плане. Я вам скажу так, не ищите. Это все природное явление. Наслаждайтесь. Искать не надо, нужно наслаждаться. Также у кого-то может случиться именно страсть, причем это у свободных вот именно идет, не у тех, кто в паре в браке. Вот если вы в паре в браке, у вас именно с вашим любимым человеком будет. А если вы свободны, то здесь может прям страсть случиться после какого-то мероприятия. Случайная, да? Случайная страсть, но не с новым человеком, с хорошо знакомым человеком. С другом, может быть, с приятелем. И у вас может быть такое, знаете, состояние конфуза, когда вы будете такой растерянности, да, что делать? Радоваться ли тому, что вы сблизились, либо наоборот расстроиться, что именно так все произошло. Я вам дам такой совет, что вам лучше с этим человеком говорить на дружеской волне и постараться не уходить в какую-то там молчанку, да, и бежать с этого места, а вот именно поговорить по душам. Возможно, что из этой ситуации, из этой страсти родится новая любовь и хорошие отношения родятся. Так что будьте в этом плане сговорчивее, скажем так, да, сговорчивее надо быть. Так, здесь у вас идет курица такая, но она худенькая, у нее очень длинная шея. У вас какие-то будут разговоры, либо на будущее вы будете что-то договариваться, кто-то может что-то будет вкладывать, а кто-то может будет что-то изучать, какой-то проект, новый бизнес, либо какие-то новые дела, да, где я могу денежку вложить. Но я хочу вас предупредить, что вам нужно не только интересоваться тем техническим процессом, да, как все это происходит, но и заручиться поддержкой профессионалов, которые действительно смогут оценить, насколько это дело выгорит, да, чтобы вы не попали в руки мошенникам и аферистам, потому что может быть такой момент, подвох может быть. Проконсультируйтесь, не пожалейте времени, не пожалейте денег, обратитесь к профессионалам, чтобы вам просчитали все риски и действительно, например, пробили контору либо людей на их порядочность и не аферисты ли они. Так, по личным вещам. Здесь личные вещи у вас идут. Я не знаю, это что-то, наверное, сумка какая-то. Но сумка такая, не маленькая. Вот эту сумку берегите в транспорте, потому что могут порезать. Понимаете, вот прям порезать могут. Вытащить не вытащат, а вот сумку попортят. Кто ходит с большой такой сумкой, большая такая, женская сумка, может, кстати, мужская тоже большая сумка, как вот, не знаю, габаритная такая, не маленькая. Смотрите, в оба, да, потому что могут испортить именно вещи. Я вижу, что вещь хорошая, вам очень нравится, чтобы вы не расстраивались. Вот, берегите. Это вот именно в общественном транспорте. Еще я хочу вам сказать по поводу деток, по деткам. Здесь вот детка ваша вышла, и детка, скорее всего, будет что-то у вас выпрашивать. Прям, я не знаю, может даже какой-то, истерикой, да, зайтись, что вот именно хочу эту вещь. Вы не ругайте строго и не отказывайте. Договоритесь с вашей деткой, что, например, сейчас денежки нет, либо возможности нет, там на день рождения подарим, либо на
на какой-то праздник. То есть договаривайтесь, потому что у детки действительно в какой-то момент может быть истерики. И будьте аккуратны, вот лучше свою детку в святой водой помывайте, потому что здесь мне не очень нравится сочетание линий, могут вашу детку поглазить. Да, и вот эта вот истерика, это будет как результат того, что детку поглазили. Прям если вот заходится в истерике ваш ребенок, неважно, сколько ему лет, прям не есть такой вот для мам обряд, в принципе, всем рекомендую. Вы берете святую воду, умываете своего ребенка именно святой водой и вытираете подолом своей одежды. Носите вы юбку, подолом юбки вытерите. Носите вы там футболку, да, майку, вот именно подолом своим вытирайте. Так вы, как материнской любовью, с ребенка этот негатив снимете. Вот этот момент я у вас увидела. Так, на этом все. Будьте здоровы, пусть все у вас будет хорошо. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.